Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Атаки не удались. Система оповещения сработала, предприятие было вовремя эвакуировано, и, соответственно, службы охраны успели подготовиться к отражению атаки. Новые налеты беспилотников на республику не дали ожидаемого для врага результата. Власти тем временем разъяснили, что категорически не стоит делать при ударах БПЛА. Выкладывают вот такого характера фото и видеоматериалами. Этого абсолютно не нужно делать. Мы должны быть бдительны. Герои живут вечно. Из зоны СВО в Башкортостан привезли тело Ильдара Суфиярова, погибшего 1,5 года назад. Мы расскажем историю жизни героя России и поминутно восстановим хронологию подвига со слов непосредственного очевидца, который и показал место гибели офицера. Это однозначно герой, это героический поступок, вот это все, что он вызывал, то, что он отказал противнику, да, то, что он там вызвал, еще так с красивыми фразами, огонь на себя. Предотвратили непоправимое. Важно предприятие спокойно выдохнуть, во-первых, предприятие работать. Никаким чертям мы его никогда не отдадим. Как власти смогли сорвать попытку рейдерского захвата Башкир-Автодора. И это далеко не единственное предприятие, которое смогли спасти от банкротства. Очень важно, чтобы люди ощущали, что есть такая спокойная, целенаправленная модель развития. На неделе Башкортостан вновь подвергся атаке беспилотников. Это уже второй налет БПЛА после прошлой субботы. Тогда киевский режим ставил целью завод «Башнефть» под Уфой. В минувший четверг предприятие «Газпром» нефтехим «Салават». Оба раза попытки террористов провалились. На местах сработала активная и пассивная защита. Беспилотники сбиты. На место выезжал глава Башкортостана. На заседании оперативного штаба в Салавате Ради Хабиров отметил эффективную защиту и отражение атаки службы охраны предприятия и представителями Минобороны страны. К счастью, никто не пострадал. Промышленный объект продолжает работать в штатном режиме. Технологические процессы нарушены не были. Система оповещения сработала, предприятие было вовремя эвакуировано, и, соответственно, службы охраны успели подготовиться к отражению атаки. Один из беспилотников был поврежден огнем крупного зенитной установки. Он просто фрагментировался и упал на, соответственно, пассивную защиту, то, чем мы установки здесь закрываем. Второй попал в одну из технологических цепочек, прошел выпуск вещества, которое там находилось, и идет пожар. Небольшой пожар, который мы тушим, и на данный момент пожар локализован. Предприятие работает в штатном режиме. Вот то, что происходило про пожары, после пожара нам придется ряд труб поменять практически, вот как мне объяснили. Предприятие, снижение объема производства не произойдет. Поэтому что можем констатировать? Что долгие, практически не первый год мы занимаемся активной защитой, и пассивно она сработала. В результате ЧП превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Это подтвердили сотрудники Минэкологии. Защиту промышленных объектов республики от диверсионно-террористических актов обсуждали и на заседании антитеррористической комиссии. В оперштабе под руководством Ради Хабирова участие приняли руководители силовых структур, министерств и ведомств. Глава региона отметил эффективность уже созданной комбинированной системы обороны от нападений БПЛА. Но необходимы и дополнительные меры. Одной из таких стал новый указ о запрете на публикацию и распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о применении и последствиях применения в республике беспилотных летательных аппаратов.
Не разрешается любая публикация фото и видео. Полиция, к слову, уже задержала 2 человек, которые разместили в сети кадры атаки БПЛА в Салавате. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела. Безусловно, одной из ключевых новостей недели стала информация о несостоявшемся рейдерском захвате Башкиравтодора. Республика едва не потеряла главное предприятие по ремонту и содержанию дорог. Чтобы сохранить его, власти организовали настоящую спасательную операцию при прямом участии Радия Хабирова и правоохранительных органов прокуратуры и ФСБ. Схема, которую пытались провернуть недоброжелатели, уже отработана. В Башкортостане могли появиться новые игроки, которые уж точно работали бы не в интересах жителей. Подробнее о том, как отстояли Башкиравтодор, в следующем сюжете. В ведении Башкиравтодора почти 50 тысяч километров транспортных путей в регионе. Многие предприятия по их ремонту и обслуживанию зачастую городообразующие для многих районов. Вот только последние пару месяцев работа фактически была парализована. По требованию одного из кредиторов в июле этого года компанию признали банкротом и передали в ведение конкурсного управляющего. Это было возмутительнейшее решение, я вот так вот скажу. Потому что предприятие работает, а ввели неожиданно по требованию одного из кредиторов, небольших, ввели конкурсное производство. Понимаете, что такое конкурсное производство? Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов, и увольнение людей. Сколько там людей у нас работает в Башкиравтодоре? 5000. Вот такая была история. По итогу почти 2 месяца невозможна была работа по ремонту дорог. Огромный коллектив 5000 человек не получал зарплату, но властям удалось отстоять предприятие. Мы там поэтапно сейчас все это вернем, разумеется. Но самый полезный и эффективный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Поэтому сейчас что важно? Важно предприятие спокойно выдохнуть, во-первых, предприятие работать. Никаким чертям мы его никогда не отдадим. Оно работает и работает. Вот. Минтрансу, аппарату правительства спасибо большое. Грамотно все отработали. Огромное спасибо и прокуратуре, она заняла принципиальную позицию, и управлению ФСБ Российской Федерации по Республике Башкортостан. То, что процедура банкротства прошла подозрительно быстро, заставляет усмотреть в ситуации не просто имущественно-правовые отношения, но и уголовную составляющую, говорят эксперты. Провернуть такую схему достаточно быстро. Для этого требуется определенный круг заинтересантов с соответствующими ресурсами, соответствующими возможностями. Думаю, если бы не такие энергичные действия республиканских властей вкупе с правоохранительными органами, крупное предприятие могло, возможно, раствориться. Утрата контроля республикой была бы крайне опасна. В этом случае под угрозу попадет реализация многих региональных дорожных проектов. Новые собственники могли бы попросту распродать и ликвидировать предприятия. В этом случае тот, кто придет на смену, станет монополистом, но уже работая не в интересах республики и ее жителей. Мы должны понимать, что пока это предприятие контролируется государством, оно не просто контролируется, оно и управляется государством. Соответственно, все решения предприятия направлены больше на решение именно задач региона и государственных задач. Любой бизнес, его сложно за это осуждать, но любой бизнес всегда, у него основная задача – это заработать деньги, получить деньги любой ценой. Соответственно, он может выбирать, что он будет брать, что он будет делать. Политологи называют Башкиравтодор системообразующим. Это словно винтик большой машины, убрав которую могут посыпаться многие другие социально значимые предприятия. Самое главное, чтобы у нас эта автодорожная сеть, она была подчинена тем экономическим задачам, которые сегодня республика решает. Вот, в частности, сегодня поставлена задача развития автомобильного туризма в регионе. И качественные дороги здесь ключевой фактор. Для того, чтобы это все заработало, чтобы это приносило доходы в бюджет, чтобы у людей были рабочие места, была стабильность. Вот те филиалы, которые существуют в районах, они уже устоявшиеся. И там люди знают, что это гарантированная работа. Доходная часть бюджета пополняется. Позиция главы, она оправдана, она адекватная, справедливая. И, в общем-то, она в интересах республики
«Башкиравтодор» не единственное предприятие, которое Ради Хабиров помог спасти от финансового краха. Не без поддержки главы республики вторую жизнь получил Хазинский молокозавод или, например, Кумертауское авиапредприятие. КумАП, которое имело все риски потерять вертолетное производство, смогло сохранить свой потенциал. Тогда ключевую роль сыграла рабочая группа, созданная по инициативе главы региона. Я считаю, что вот этот опыт, он достаточно плодотворный и показательный для работы с субъектами Российской Федерации. Мы уже аналогичные такие же комиссии заключили с Казанью, с Екатеринбургом. Или еще один показательный пример. Буквально в первые дни вступления в должность в октябре 2018 года Ради Хабиров распорядился спасти издательство «Башкортостан», до банкротства которого оставались считанные дни. Оставалась неделя до полного закрытия предприятия, но наш глава Ради Фаритович, когда пришел в должность, остановил вот это банкротство и сказал, чтобы запустить предприятие, чтобы оно работало. На сегодняшний день, вот если взять, предприятие как бы уже в положительном тенденции работает. Успешно работающие предприятия – основа экономики региона, в том числе рабочие места для населения. Вот и в случае с «Башкиравтодором» последовательные действия позволили предотвратить, пожалуй, худший сценарий. Самое важное сейчас – успеть, где это еще возможно, провести дорожные работы и, конечно, выплатить людям заработную плату, обозначил Ради Хабиров. Артур Шамсудинов, Фидан Мунасипов, Азат Ишбулатов, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Одно из самых заметных событий недели – похороны Героя России Ильдара Суфиярова. Его тело получилось вернуть на родину лишь спустя 1,5 года. Я напомню, что офицер, будучи в окружении, подорвал себя гранатой и унес на тот свет еще 3 неонацистов. Провожали Ильдара Суфиярова в последний путь уже, как и положено, со всеми воинскими почестями. Похороны прошли на государственном уровне. На церемонии присутствовал глава республики, а также семья, коллеги и сослуживцы, которые буквально жили с офицером в одном блиндаже. О том, каким Герой России был не только на фронте, но и в обычной жизни, расскажет Артур Шамсудинов. На всех фотографиях, будь то дома или на передовой, Ильдар Суфияров с улыбкой на лице. Он умел быть жизнерадостным даже в самых тяжелых условиях, заряжая других, вспоминают сослуживцы. Именно поэтому на прощание пришло так много людей, которые считали своим долгом проводить его в последний путь. Слова скорби выразил и глава региона. Я сегодня хочу поблагодарить всех тех воинов, всех тех людей, которые помогли нам найти место тяжелейшего боя. Там все разрушено, все окопы разрушены, все перерыто выстрелами. Нашли и привезли его домой. И сегодня родная земля примет его в свои объятия. Путь домой занял почти 1,5 года. Сослуживцы рассказали, что первоначально Ильдара Суфиярова представляли к ордену мужества. Увидев на листе боевой славы описание подвига, командование полка решило пересмотреть прошение к Минобороны. Большую поддержку в этом вопросе оказал глава Башкортостана Ради Хабиров. Он же попросил военных по мере возможности найти и привезти домой тело погибшего офицера. И у нас это, могу даже сказать, в стране прецедент. То есть Ильдар Филаретович получил звание Героя России, а сам еще не был похоронен. И для нас это было честью найти его, привезти домой и похоронить. Но еще со времен Великой Отечественной войны говорили, что война не закончится, пока не будет последний герой. Для всех военнослужащих, для членов семей, для республики очень важно, чтобы мы всех своих бойцов привезли домой и достойно захоронили у себя дома. А ведь Ильдар Суфияров даже не был профессиональным военным. Почти 30 лет проработал на нефтеперерабатывающем заводе. На СВО пошел в 23-м добровольцем. На тот момент ему было 54 года. Изначально попал в реактивную батарею. Руслан Латыпов, который жил с будущим героем в одном блиндаже, вспоминает. Старший лейтенант Суфияров всегда серьезно подходил к выполнению любого задания. Он ночами, он сутками сидел, вот старший офицер батареи был, производил расчеты для ракет, то есть когда был в реактивке, он всегда во все это очень серьезно к этому всему относился. Он всегда переживал за личный состав, то есть всегда входил в положение насчет отпусков, насчет всего. Был очень хорошим командиром и другом. В мотострелковый батальон имени Даяна Мурзина Ильдар Суфияров перевелся буквально за месяц до трагической гибели, рассказывает близкий друг Александр Куйдин. Он был знаком с Героем России более 30 лет. И по воле случая они пошли служить на СВО, не договариваясь друг с другом, оказавшись в итоге в одном подразделении. У него позывной был «Хазан».
Он говорит, знаешь, почему у меня такой позывной? Дед, его звали Хасан, он воевал тоже в украинских степях, сложил там свою голову, и я пришел для того, чтобы он так говорил, чтобы быть достойным своего деда. У Ильдара Суфиярова остались мать, жена и 2 детей. Дочь еще учится в школе, а вот старший сын – студент. Вспоминает, отец с детства готовил его стать главой семьи. Ты сам сейчас за старшего, мы вот тебя воспитали, поэтому ты сейчас главный. Поэтому он уходил, наверное, чувствуя, что у него прикрыт фланг, и что его защищает республика, своя семья поддерживает. И поэтому он, наверное, ушел вот полностью туда, веря в это. Даже когда приезжал в отпуск, он думал о фронте, думал о своих ребятах, о своих пацанах, как он говорил. То есть до конца был там и до конца остался. После гибели военнослужащего на территории предприятия, где он когда-то работал, открыли его бюст. В Уфимской школе номер 56, где он учился, установили парту героя. Имя увековечили на стеле в Парке Победы, а Уфимский горсовет принял решение присвоить имя бойца одной из улиц столицы. После прощания гроб с телом Ильдара Суфиярова на лафете провезли по центральной части города. В едином строю прошли все те, кто не смог остаться равнодушным к подвигу солдата, в том числе и глава республики. Похоронили старшего лейтенанта Суфиярова на Южном кладбище. По военной традиции семье на вечное хранение передали флаг, который укрывал гроб героя. После чего почетный караул, как и положено по воинскому уставу, произвел тройной залп в небо, отдавая дань уважения герою России, который погиб за свою страну. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Артур Хуснуддинов и Родион Матвеев. Итоги недели. Обнаружить и эвакуировать тело героя России Ильдара Суфиярова из серой зоны удалось после продвижения бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. А на неделе этот сложный участок фронта, где бои шли 3 года, удалось полностью освободить от неонацистов. Выйдя с передовой, добровольцы встретились с нашим военным корреспондентом Азатом Садриевым и рассказали ему о последнем бое своего командира. Свой боевой путь в составе мотострелкового полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров начал с должности командира взвода реактивной батареи. Сам отбирал себе бойцов еще на этапе слаживания. А в зоне СВО лично выезжал с экипажами на задания, проводил разведку, готовил позиции для стрельбы и пути отхода. 23 марта 2024 года старший лейтенант Суфияров со своими ребятами выдвинулся на очередное задание в Серебрянском лесничестве. Находился на наблюдательном пункте вблизи противника. Со скрытых позиций наносил огневое поражение врагу. 12 апреля их обнаружили и окружили неонацисты из запрещенного в России батальона «Азов». То есть, кинули несколько взрывпакетов, в блиндаж было 2 входа, один туда, другой в другой вход кинули. То есть предложили сдаться. На что он сказал: парни, я офицер, я стопудово не буду сдаваться, вы как хотите, судить не буду. На что мы ему сказали: это не вариант вообще идти сдаваться. Завязался неравный бой, но никто из наших ребят не дрогнул, даже несмотря на численные преимущества противника. Понимая исход и не желая сдаваться, Хасан попытался по рации вызвать огонь артиллерии на себя. Продолжали как-то отбиваться, пытались, и гранаты им выкидывали, пытались как-то отстреляться, но мы находились в блиндаже, они, то есть, естественно, все снаружи. И силы у них было больше, чем у нас, порядком, потом, как я узнал, увидел воочию. То есть было 2 входа, один он держал выход, не давал никому зайти, с другой стороны я находился, парни там тоже гранаты подносили, там магазины. По времени даже точно не скажу, порядка 2 часов мы где-то держали позицию, это примерно. Когда азовцам все же удалось проникнуть в блиндаж, уже раненый Хасан выдернул чеку из 2 гранат и подорвал себя вместе с 3 боевиками, рассказал шахтер, который последний видел своего командира живым и стал свидетелем его героической смерти. Как отмечают сослуживцы Ильдара Суфиярова, по своей должности старший лейтенант мог командовать подразделением из штаба, но Хасан никогда не отсиживался и всегда шел первым. Всегда шел он первый. Он всегда шел впереди, я могу 100% сказать. Он никогда, он наоборот нас старался как-то уберечь. Он оставлял на своем, каждый свою работу делал. Хотя, по идее, он даже бывал моментами, где вообще его не должен был находиться там. Он всегда был с нами. Он всегда старался быть с нами рядом, чтобы с нами ничего не случилось, контролировать все.
После того, как неонацисты закидали блиндаж гранатами с дронов, им удалось взять в плен единственного выжившего в том неравном бою, тяжело раненого и контуженного от взрывов шахтера. Обменяли его лишь через 15 месяцев. Сразу же, вернувшись в полк, он показал точное место гибели Хасана и других ребят в серой зоне. Герой России у нас. Он показал место вплоть до метра. Точно, абсолютно. Около какого, получается, выхода он лежал, где он погиб, и даже его тело, как лежало, он все это дело изложил. То есть не осталось уже никаких сомнений, что это именно он, после того, как у него в бронежилете обнаружили его жетон на шее, и на бронежилете лежало его удостоверение офицера. Вернувшись из плена, шахтер решил продолжить службу в полку Башкортостан в память о своих погибших боевых товарищах. Это однозначно герой, это героический поступок, вот это все, что он вызывал, то, что он отказал противнику, да, то, что он там вызвал еще так с красивыми фразами, огонь на себя. У меня аж на то время вот стресс там был уже, меня в дрожь так взяло, мандраж. И то есть, не сдались там, как говорится, до последнего, то есть вообще он молодец там, да и все парни там молодцы. То есть никто ни назад не сдал, никто не вышел с белым флагом. Ильдар Суфьяров и его бойцы навечно вписали свои имена в боевую летопись мотострелкового полка. И даже после смерти они будут жить в сердцах каждого. Ведь быть воином значит жить вечно. История с Хасаном – еще один яркий пример мужества и героизма воинов из Башкортостана. Ильдар Суфьяров остался верен своей присяге и родине до конца. Сослуживцы тоже не бросили своего командира и приняли последний бой рядом с ним. Сейчас в Серебрянском лесничестве продолжается работа по эвакуации останков тел боевых товарищей Героя России. После их идентификации их также доставят домой и захоронят с почестями. Азат Садреев, Айдур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Краснолиманское направление Луганской Народной Республики. До 1 октября в регионе разработают единый регламент для подачи ходатайства о награждении медалью и орденом генерала Шеймуратова ветеранов СВО. Такое поручение Ради Хабиров дал на заседании Ассоциации ветеранов спецопераций в Башкортостане. Глава республики также заявил о необходимости более эффективного взаимодействия муниципальных представителей ассоциации с руководством районов и городов. По его словам, в числе ключевых задач увековечивание памяти погибших, забота о ветеранах с инвалидностью, адаптация военнослужащих к мирной жизни и их трудоустройство, а также патриотическое воспитание молодежи. Нам очень важно, чтобы организация действительно была реальной, компетентной, сильной, таким партнером, с которым мы могли бы работать. Мы сейчас только экспертно можем называть, сколько воюют жителей, парней, мужчин, женщин с Башкортостана на специального эксперта. Но экспертно я могу сказать несколько десятков тысяч жителей. Несколько десятков тысяч. Нам, конечно, нужна структура, которая бы выражала интересы и которая могла бы говорить от имени этой большой армии неравнодушных, мужественных людей. В объединении состоит более 1000 военнослужащих. Как рассказали в ассоциации, в планах создать в каждом муниципалитете единый центр поддержки, где можно будет получить всю необходимую моральную, юридическую и психологическую помощь. Конечно же, ветераны в первую очередь переживают за своих боевых товарищей, которые находятся на передовой. Сегодня обсуждались вопросы, как улучшить для них помощь, как систематизировать эту работу, а также были подняты вопросы помощи семьям погибших наших братьев. Наша республика Башкортостан оказывает всевозможные меры поддержки. Они вполне достаточны. Сейчас все зависит только от того, чтобы трудоустроить наших воинов, которые придут, когда закончится СВО, и направить их на определенную работу, чтобы они плодотворно уже трудились на благо нашей республики. Также подвели итоги прошедших выборов. По результатам 13 участников спецоперации стали депутатами. В Башкортостане основные выборы депутатов местного самоуправления состоялись в Белорецке, Бирске и в деревне Юматово Уфимского района. Самое большое количество мандатов получила политическая партия «Единая Россия». Динара Таймасханова расскажет, какие задачи ставят перед собой новоиспеченные народные избранники.
В зону спецоперации Ришат Низамиев отправился почти сразу, как она началась, в марте. Заключил контракт и встал на защиту страны. Служил в штурмовом отряде на Краснолиманском направлении. Получил ранение в одном из боев, после чего вернулся домой. На родине защищать интересы жителей решил уже в качестве народного избранника. В день выборов пополнил ряды депутатов Юматовского сельсовета. Хотелось бы показать, свои навыки применить в органах местного самоуправления, людям помочь, оказание гуманитарной помощи в том числе, так как у меня еще сослуживцы тоже там находятся. Вообще участвовать в общественной деятельности, сельское поселение и вообще в целом района. Некая растерянность, говорит Ришат, после возвращения домой была, но он смог ее преодолеть. Сначала устроился на работу, а потом еще прошел в полуфинал кадровой программы «Герои Башкортостана». Это уже не первые выборы, в которых депутатами становятся участники СВО. Часть народных избранников продолжает службу. В Башкортостане из числа ветеранов и действующих бойцов депутатов разных уровней стало 60. Там есть уровень районных советов, городских поселений, есть уровень сельских поселений. Конечно, очень хорошо, что участники специальной военной операции начали потихонечку возвращаться к мирной жизни и входить в политическую, общественную жизнь. 13 человек избраны. Это у нас, по-моему, уже было их порядка 40, да? То есть достаточно большое количество. Поэтому продолжаем эту работу. О том, чтобы на руководящие должности выдвигать участников СВО, говорил глава государства Владимир Путин, отмечая, что они внесут позитивный вклад в работу политических партий. В Башкортостане на прошедших выборах все кандидаты, участники спецоперации, одержали победу. Одна из задач, которая стоит перед ними – помощь в социализации тем, кто снова привыкает к мирной жизни. Одно дело, когда приходит человек, боец, который вернулся с зоны проведения специальной военной операции, приходит с какими-то проблемами человек, который не был там. И второй момент, когда он приходит уже к своему товарищу, который уже его понимает с полуслова, конечно, это уже другое. В копилке уже действующих депутатов есть ряд полезных проектов. К примеру, 1 октября в республике пройдет праздник – День мотострелковых войск, который инициировал самый молодой парламентарий, избранный в 2023 году, ветеран спецоперации Артур Галеев. Также он планирует работать над новыми законами в поддержку участников СВО. Ветеран, у которого есть машина, до 150 лошадиных сил налог не оплачивается. Но если у нас, например, машина 200 лошадиных сил, не разницу платят, а полностью. Но мне бы хотелось, чтобы, например, повысить этот лимит от 150 до 200 лошадиных сил. Самое большое количество мандатов на этих выборах получила «Единая Россия». Далее разместились «Справедливоросы», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». То, что избиратели отдают свои голоса за действующую партию, говорит о доверии к ней и о ее серьезной силе на политической арене. Одним из самых активных вопросов деятельности администрации является вопрос благоустройства территорий населенных пунктов. Это ремонт и содержание дорог, уличное освещение, наведение санитарного порядка в населенных пунктах. Особое внимание требуют меры противопожарной безопасности. В общей сложности чуть более 186 тысяч человек могли проголосовать на своих территориях, на территориях своих муниципалитетов. В итоге увидим мы явку среднюю такой по республике в 48,3%. Это чуть больше 90 тысяч человек изъявили желание участвовать в выборах депутатов своих советов, своих муниципалитетов. Это очень хороший, на наш взгляд, результат. Перед народными избранниками стоит главная задача – улучшать жизнь населения. И участники СВО, вместо формы надевшие строгие костюмы, как никто готовы к ней. За родину они могли бы отдать и жизнь. Теперь же их оружие другое. Но задача почти та же – защищать интересы страны. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Рустам Галямов. Итоги недели. Ко Дню Республики в Уфе запустят движение по Арочному мосту через Белую. Об этом стало известно во время рабочей поездки Радия Хабирова по башкирской столице. Строители рассказали, что после открытия движения на 3 мостах для автомобилистов будет организовано 13 полос. Завершить работы на объекте полностью, включая демонтаж временных сооружений, планируется в 2026 году.
по сути, новый мост. Потому что все здесь переделалось, все сверху убиралось, тут лежали бетонные блоки. Сейчас тут все металлическое, все надежно, любая техника проедет. Вот. И эстетика, мы сохранили арку, вы видите. Практически готов и еще один значимый объект – самая крупная школа в Приволжском федеральном округе. Она будет располагаться в Кузнецовском затоне. Получать знания здесь смогут 2200 детей. Стройку начали в январе 2023 года. Она будет не только самой большой, но и оригинальной, а именно в форме заглавной буквы алфавита. Также продолжается строительство современного центра образования на 640 мест в деревне Шмитово Уфимского района. Учреждение, к слову, будет носить имя Героя России Ильдара Суфиярова. Здание совместят с детским садом на 160 воспитанников. На эту школу рассчитывают, очень много обращений именно сюда, очень много людей переезжают в микрорайоны, которые здесь расположены. Большая потребность, и на сегодняшний день уже количество детей подходит именно к проектной мощности. В Уфе завершается подготовка памятника Салавату Юлаеву к реставрации. В ближайшие пару недель объект культурного наследия федерального значения планируют снять с постамента и отправить на капитальный ремонт. Масштабные работы продолжаются и на Кургане. Обо всем по порядку. Анна Морозова. Словно живой, он величественно возвышается на берегу реки Белой и вот уже много лет взмахом руки встречает и провожает жителей и гостей столицы. Для уфимцев памятник Салавату Юлаеву – это не просто самая большая конная скульптура в России, а настоящий символ города и республики. Его возвели еще в 1967-м, и более чем за полвека объект культурного наследия пришел в аварийное состояние. Подготовка к масштабной реставрации началась уже этим летом. Мы с вами в настоящее время наблюдаем, что идет последний элемент работы, это установка лесов. Памятник Салавату Юлаеву объект, предмет достаточно интересный и сложный по той причине, что материал, из которого он сделан, это чугун, а внутренний несущий каркас металлический. Поэтому в цеховых условиях будет полная разборка, изготовлен новый несущий каркас. Вернуть объекту культурного наследия обещают и его исторический темно-серый цвет, ведь зеленый монумент стал только в начале 2000-х. Также стоит отметить, что памятник Салавату Юлаеву – это не просто единая скульптура, а более 60 отдельных элементов. И один из них, а именно медальон на груди коня, с годами был утрачен. В настоящее время стоит муляж, он пластиковый. Даже сейчас мы видим, что этот пластиковый элемент разрушается. И в рамках реставрационных работ этот медальон будет возвращен на место. Реставрация памятника башкирскому национальному герою – это целый комплекс работ. Ведь в удручающем состоянии находится не только скульптура, но и основание. Все эти годы вес памятника и постамента, а это более 22 тонн, удерживают вот такие железобетонные колонны. Они уходят под землю на 10 метров, а уже там внизу располагается большая железобетонная плита. Состояние самих вертикальных опор еще предстоит оценить, говорят эксперты. А вот курган, на котором возвышается башкирский герой, с годами начал проседать и точно требует укрепления. Будет усиление кургана, будет усиление потребности, уже мы видим потребность усиления постамента и мраморные плиты. Они будут отшлифованы, те, которые утрачены, будут воссозданы и будет облицован постамент черным мрамором. Примечательно, что кроме реставрационных работ на территории проводятся также археологические раскопки. А все дело в том, что объект культурного наследия расположен на объекте культурного наследия. Это Уфимское 4-е городище ранее Железного века. Интересно еще и то, что в принципе стационарно это городище никогда не исследовалось. То есть как вот его открыл когда-то Анатолий Харитонович Пшеничнюк, были отдельные разведочные работы, сбор подъемного материала, но раскопок не было. Вот работаем на территории кургана, мы видим вот как раз раскоп северной его части. Есть материал, может быть, его пока не так много, но материал идет. Есть и материал ранее Железного века, есть и эпохи Средневековья, 19-18 веков тоже. Археологические работы будут продолжаться, пока памятник находится на реставрации. Демонтировать скульптуру планируют уже в конце сентября. Капитальный ремонт проведут в столице республики в специально отведенном цехе. На свое законное место символ города вернется уже в 2027 году. Анна Морозова и Эдуард Гайнанов. Итоги недели. Башкортостан показывает хороший пример взаимодействия с Республикой Беларусь. Об этом заявила председатель Нацбанка России Эльвира Набиуллина на трехсторонней встрече с главой Башкортостана и председателем правления Белорусского национального банка Романом Головченко.
На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития, влияния текущей денежно-кредитной политики на региональную экономику, состояние финансового сектора Башкортостана. Два слова о Башкортостане. Республика развивается. Время предельно непростое, все это мы понимаем. Но развитие идет. Основные макроэкономические показатели, понятно, сейчас в некотором смысле хромают, но я думаю, год мы закончим хорошо. Конечно, расходы нашего бюджета очень существенно выросли, потому что необходимо поддерживать и специальные военные операции, противодействовать санкционному давлению. Мы в этой части очень быстро перегруппировались. Вновь вернусь к Республике Беларусь, наш главный партнер. На самом деле очень много интеграционных есть проектов, которые мы делаем с таким большим потенциалом. Полагаю, что они все будут реализованы. Эльвира Набиуллина и Роман Головченко прибыли в Уфу для участия в 62-м заседании Межбанковского валютного совета Центральных банков России и Беларуси. Глава Башкортостана поблагодарил руководителей ЦБ двух стран за решение провести мероприятие столь высокого уровня в Башкортостане. В свою очередь гости отметили старания местных властей, в частности Радия Хабирова, по развитию не только экономики в регионе. Финансовое сотрудничество, понимаете, нужно для того, чтобы развивалось экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество. И как раз Республика Башкортостан показывает очень хороший пример, как развивается сотрудничество между нашими странами. Много проектов. Очень приятно, что они в производственной сфере, производство промышленное, машиностроение, сельскохозяйственная техника, то, что нужно. Конечно, вам спасибо большое. Я очень люблю Уфу, очень люблю здесь бывать и смотрю, как она развивается, похорошела, с каждым разом хорошеет. Это просто, мне радостно от этого, как человек, который здесь родился и который любит свой город. Поэтому я желаю вам, конечно, успехов и в это достаточно сложное время. В любой самой сложной обстановке можно работать, если есть мотивированные люди, которые хотят добиться результата и сделать лучше для своей страны. И здесь я про Андрея Геннадьевича, про вас, эти слова абсолютно справедливы, потому что тут, как говорится, результат налицо, да, лично мое мнение, что под руководством этой команды очень много уже сделано в Башкортостане и будет сделано, поэтому хочу пожелать вам больших успехов на этой дальнейшей непростой дороге. Власти Башкортостана успешно выстраивают взаимоотношения и с госкорпорациями. В частности, в Москве на встрече с генеральным директором Интеррау Радий Хабиров обсудил развитие энергетической инфраструктуры. Сергей Дригваль подчеркнул, что Башкортостан для энергетической компании один из ключевых регионов присутствия. Суммарная мощность электростанций компании, которая действует в регионе, составляет почти 4,5 гигаватт. Радий Хабиров обозначил Интеррау как надежного партнера и поставщика энергоресурсов и тепла. Также отметил работу предприятия, в частности, совместной подготовки к отопительному сезону, решение кадровых вопросов и взаимодействие с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня. По его словам, республика готова к отопительному периоду. В завершении встречи Радий Хабиров вручил Сергею Дригвалю государственную награду Башкортостана «Орден Дружбы народов». Для нас, для Интеррау, Республика Башкортостан – это один из самых важных регионов присутствия. Сейчас у нас в республике почти 4,5 гигаватта электрической мощности, и что составляет более 80% всей мощности, которая производится в республике. Мы активно реализуем программу модернизации тепловых гидростанций, и до 2029 года мы обеспечим прирост мощности почти на 100 мегаватт. Завершим модернизацию 7 энергообъектов, и мы надеемся, что это обеспечит полностью ресурсами все экономическое и социальное развитие региона. Вы наш главный надежный партнер, поставщик энергоресурсов, тепла, поэтому здесь у нас все-таки мы видим очень хорошую организацию работы. За это спасибо огромное. Во-первых, конечно, большое спасибо за программу модернизации КОМОД. Если эти цифры не будут уменьшаться, то до 30 года объем инвестиций, как мне коллеги сказали, 27 миллиардов, это большая история. Вы активно работаете над Кармановской ГРЭС, уже второй энергоблок, соответственно, ведется работа. Поэтому в этой части мы видим прям желание и стремление, и мы понимаем, что с энергомощностями у нас хорошая работа идет. Поэтому за это спасибо большое.
Лучшие мастера со всей России, а также зарубежных стран представят свою продукцию на Советской площади. В 2026 году в Уфе пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел. Об этом на неделе говорили на части креативных индустрий. Глава республики обсудил с ремесленниками и другие вопросы, связанные с повышением ассортимента, качества продукции и помощи в реализации товаров ручной работы. Подробнее в материале Руслана Петрогореева. Станки, позволяющие из большого листа фанеры сделать вот такие заготовки. Из этих заготовок Галина Сазонова делает уже обложки для будущих книг. С резьбой по дереву женщина знакома еще с детства. Отец научил. В определенный период жизни занималась переделкой мебели для своего дома. Около 5 лет назад Галина увлеклась изготовлением деревянных книг. То есть это прям уже такая была история для оформления своей родословной первоначально. А потом люди, которые видели ее, им хотелось для себя это приобрести, меня начали заказывать книги. Ну, в общем, так и получилось, что теперь я автор деревянных книг. На производство одной книги уходит примерно месяц. Изделия ручной работы требуют кропотливого труда. Оформленные в виде книги родословные из дерева пользуются хорошим спросом. Их мастер делает на заказ. Если у Галины Сазоновой проблем с реализацией своей продукции не возникает, есть ремесленники, для которых этот вопрос стоит очень остро. Все ремесленники, конечно, говорят о том, что чтобы было какое-то стационарное место, там, ну, по крайней мере, определенное время в году, чтобы постоянно была возможность реализовать. Это вот как пример ярмарок в центре Нижнего Новгорода там и так далее. Люди приходят, ну, их постоянный сбыт идет, а сбыт он порождает, соответственно, уже производство. Вопрос реализации произведенных товаров ремесленники на этой неделе обсудили с главой Башкортостана. Час креативных индустрий в Доме Республики посвятили развитию народных художественных промыслов. Ради Хабиров поручил определить постоянные места прежде всего в Уфе, где местные мастера смогут продавать свою продукцию. Ремесленник, он сам себе маркетолог, он сам себе производитель, он сам себе бухгалтер, сам себе продавец и, в общем, все в одном лице. И очень сложно это совмещать. Подчас люди уходят из ремесла, потому что не справляются с экономической составляющей, потому что мало произвести, нужно еще и реализовать. Как раз вот эти вопросы и сегодня тоже обсуждались. Как помочь расширить сферу деятельности, повысить ассортимент и качество выпускаемой продукции? Вот только часть обсуждаемых вопросов. Власти готовы оказывать господдержку, отметил Ради Хабиров. Но очень важно при этом, чтобы каждый государственный рубль был вложен эффективно. Мы давно собирались увидеться с вами, пообщаться. Задача какая? Чем мы вам можем помочь? Как нам сделать так, чтобы вашу деятельность сделать шире, ассортимент тоже шире, качество повысить, ну и, соответственно, долю людей, которые этим занимаются, увеличить. Но чтобы это было, как говорится, комфортно, чтобы те меры поддержки, которые от государства могут работать, они были. На этой неделе ремесленники на прошлой Ради Хабиров встречался с представителями IT-сферы. Развитию креативных индустрий республика уделяет особое внимание, говорят эксперты. Креативные индустрии и в целом сектор экономики, который может подчеркнуть как этническое достояние, историческое достояние, может давать возможности для самореализации, особенно для творческой молодежи, он и становится тем самым конкурентным преимуществом, в рамках которого регион может как продемонстрировать свою уникальность и специфику, так и создать те уникальные и современные рабочие места, секторы экономики, которые в дальнейшем будут позволять привлекать себе молодежь, особенно талантливую молодежь, развивать здесь образование, культуру и в целом создавать комфортные условия для проживания. В соответствии с принятой правительством страны концепцией развития креативных индустрий к 2030 году их доля в экономике должна вырасти до 6%. Количество занятых в креативных профессиях увеличится в 3 раза, до 15%. Башкортостан, по мнению экспертов, делает все возможное, чтобы эта сфера развивалась, а экономика региона крепла. Руслан Петрогореев, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели.
В Башкортостане определили победителей 3-го международного геологического чемпионата «Геовызов». Отраслевой чемпионат для будущих геологов со всего мира организуют уже в 3-й раз Федеральное агентство по недропользованию и правительство республики. Башкортостан является местом проведения соревнований, так как территория региона богата интересными геологическими и природными ландшафтами. О том, кто в этом году поднялся на геологический пьедестал, в материале Анастасии Чебаевой. Все, 8 минут. Все, начали. Ready, steady, go! Go, guys! Международный размах геовызова только становится шире. На протяжении 10 дней студенты из 16 стран мира знакомились с республикой так, как не смог бы ни один турист. Буквально зрили в корень знания студентов, проверяли основательно по всем дисциплинам. Гидрология, работа в поле и в лаборатории, исследование минералов, поиски руд и пород. Список испытаний длинный, и даже погода была самая подходящая для геологов. Отличные условия, это дополнительная, так сказать, задача для участников. Легко, конечно, работать под солнцем, но геология такая профессия. Более 300 участников со всего мира, и количество флагов с каждым годом становится заметно больше. Это страны ближнего зарубежья, а также Китай, Египет, Алжир. На церемонии открытия гостей приветствовал Ради Хабиров. Геовызов, отметил руководитель республики, призван повысить престиж профессии. Это вообще престижное мероприятие. К нам приезжают лучшие команды, к нам приезжают лучшие студенты именно в геологическом направлении. Для Башкортостана это чрезвычайно важно. Самое главное, я считаю, что это такой очень эффективный способ развития сотрудничества между правительством республики нашим, между республикой и Роснедрами. Потому что действительно, как Олег Владимирович говорит, Башкортостан богат на недры, идет регулярное их использование, разработка, исследование. Поэтому это такая тоже часть большой многоплановой работы вместе с Роснедрами. Башкортостан, во-первых, очень разнообразная геологическая страна. Здесь все типы геологических обстановок, здесь все задачи для студентов, которые принимают участие в чемпионате. Это очень интересное место с этой точки зрения. Башкортостан – это то место, где живут очень неравнодушные люди. Вот сочетание этих двух факторов, конечно, ведет наши усилия сюда. Чемпионат «Геовызов» проходит в 3-й раз, и каждый год республика открывается для участников с новой стороны. Если в прошлом году испытания в основном проходили на разрезах в Гафурийском районе, то в этом свое место в сердцах геологов занял Учелинский. Для геолога это, скажу так, это святое место, классная земля, которая таит в себе много еще неразведанных тайн. Это такая сокровищница Башкортостана. И хотелось бы, чтобы, возможно, и кто-то из наших приложил руку к познанию богатства этих недр, ну и развитию этой территории, потому что территория имеет феноменальный потенциал. Команда из Минска, которая уже практически была готова остаться в Учелинском районе, заняла 2-е место на чемпионате. Конкуренция была сильная. Лучшие студенты будущей мировой геологии. С инициативой проведения чемпионата «Геовызов» в свое время выступил глава региона. Учитывая то, что на территории Республики Башкортостан есть вся таблица Менделеева, вот эта инициатива главы Республики Башкортостан на федеральном уровне она была принята. В этом году у нас уже 38 команд, в том числе из 16 стран. Количество поступивших заявок было намного больше. В прошлом году представители из Китая и стран Африки приезжали на чемпионат впервые. Теперь становятся постоянными участниками, увеличивая количество своих команд. Мы будем помнить про природу Башкортостана, про то, как здесь красиво, какие здесь добрые люди. Эти впечатления мы увозим с собой. Это было лучшее время. Мы запомним это навсегда. Уже через пару дней после приезда студенты из ЮАР на русском подпевали фольклорному ансамблю в Учелах, пока другие геологи проходили курс молодого лучника. Отпускайся! Фая! Молодец! Мне понравилось все, что я увидела здесь, особенно природа вашего края. Очень интересны площадки, особенно возможность надеть этот красивый башкирский костюм. Чемпионат «Геовызов» помогает будущим специалистам из разных стран обменяться опытом, испытать себя и повысить уровень мастерства. Профессия геолога непростая, она очень специфическая. Не каждый согласится где-нибудь в Северной Якутии кормить комаров и мошку, таскать рюкзаки по 40 килограмм и испытывать всякие лишения. Зато профессия очень интересная, она позволяет увидеть мир, она позволяет побывать в тех местах, где иным способом просто невозможно оказаться.
Конкуренция растет с каждым годом. В этот раз призерами чемпионата стали команды из Республики Беларусь и России. Гран-при взяла сборная геологического факультета МГУ. Мы невероятно рады победе. Мне кажется, это была очень достойная гонка, и поразила красота и природа этого места. Еще костюмы и гостеприимство народа тоже очень завораживает. А эти эмоции уже были вызваны авиашоу, которое для участников устроили на награждении. И гостям не раз довелось испытать в республике подобные чувства. Они восхищались гостеприимством, традициями, народом. Ведь на протяжении 10 дней они погружались не только в геологию, но и в культуру Башкортостана. Увидели то, что и не думали отыскать. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Праздник силы, мужества и мастерства. В Уфе прошел республиканский турнир по самбо и дзюдо «Патриоты Отечества». Соревнования посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Выступали спортсмены в разных возрастных категориях, не старше 11, 12 и 14 лет. Ребят ждали предварительные поединки, схватки за бронзовые награды, финалы и мастер-класс с именитыми спортсменами. О победах юных чемпионов дзюдо и самбо расскажем в следующем сюжете. Участникам соревнований уже не терпится начать поединок. Турнир во Дворце борьбы объединил сразу 2 вида единоборств на одной площадке. А этих слов на торжественной церемонии открытия ждали около 500 самбистов и дзюдоистов. По самбо и дзюдо «Патриоты Отечества» объявляю открытым. Посмотрите, сколько детей этот республиканский турнир собрал. Тем более в таком месте. Я даже, как сказать, если возможность предоставится, то обращусь к главе республики, чтобы нам вот проект подарили такого замечательного. Один из самых непростых поединков в спортивной карьере Айзы Насыровой. За плечами юной дзюдоистки десятки побед, но именно этот финал станет для нее особенным. Победу во встрече с представительницей Уфимского района Айзе удалось одержать лишь на последней секунде схватки. Я знала, что я одержу победу, и я не сомневалась в себе. Мой тренер, моя мама, мой брат и его друзья. Они кричали: «Айза, давай, ты сможешь, мы в тебя верим». Боролись спортсмены рядом друг с другом на коврах и татами. Сначала прошли предварительные встречи. У самбистов выступали около 200 атлетов из Уфы, Уфимского, Чешминского, Мелеузовского районов, а также Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Кумертау, Чилов, Туймазов и Октябрьского. Цель поставила занять первое место, занималась все лето, без пропусков. Тренер настроил. Хочу стать кандидатом мастера спорта или первый взрослый разряд взять. В первую очередь это праздник. Посмотрите, для множества ребят и девчонок, которые приехали в самый лучший, я считаю, в мире дворец борьбы. И в таких условиях бороться — это огромная энергетическая поддержка, зарядка для любого спортсмена, а тем более в юношеском возрасте. На турнире «Патриоты Отечества» боролись представители разных школ республики. Всего 26 команд в дзюдо и 15 в самбо. Сильнейших выявляли в финале. После завершения турнира для участников провели мастер-класс с именитыми спортсменами. Юлия Паршина, Дан Хамитов. Итоги недели. Ну и еще одна новость из мира спорта. Сборная Башкортостана по борьбе на поясах одержала победу на Кубке России в Алуште. Напомним, спортсменам не было равных в командных соревнованиях. Позади остались сборные Крыма и Татарстана. В личном зачете выиграли 9 золотых наград, 3 серебряные и 7 бронзовых в вольном и классическом стилях. Кубок России был отборочным на мировой турнир, который состоится в октябре в Чебоксарах. 12 борцов из Башкортостана будут защищать честь страны на Кубке мира. Эфир телеканала БСТ после итогов недели продолжит программа «Республика Лайв». В этом выпуске подробности рабочей поездки главы Башкортостана Радия Хабирова в зону СВО, где руководитель региона встретился с военнослужащими из республики и вручил госнаграды. Расскажут коллеги и о деталях визита в школу номер 7 города Красный Луч. Ее восстанавливают после обстрелов. Не переключайтесь. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. До свидания.